4 десятка критических эссе и новый взгляд на известных белорусских авторов. Дмитрий Родиончик представил в Гродненской областной научной библиотеке имени Ефима Карского свою новую книгу «Мосты и бераги». Нарэшце я зразумеў, як гэта працуе. Почему литературная критика? Потому что я убежден в том, что литературный процесс не ограничивается выходом только художественных изданий. Я наблюдаю и очень глубоко погружен в современный литературный процесс за тем, как противоречиво порой складываются эти взаимоотношения. Если вы спросите меня, чего не хватает в современной литературной критике, я сказал бы, что школы, методичности, чтобы это не выходило из-под контроля, чтобы это не причиняло никакого вреда. Книга Дмитрия Родиончика – это не просто сборник критических эссе, а попытка проанализировать современную белорусскую литературу, выяснить, как искусство слова влияет на жизнь общества и построить диалог между автором и читателем. И все это с любовью к белорусским писателям. Я написал по-доброму. Да, в этой книге есть оценочность, я подмечаю недостатки. На научность я не претендую. Я написал художественно в жанре эссе, очень свободном, демократичном жанре. Но тогда, когда меня критиковали, такой возможности не было. А сейчас у нас создана Гродненская общественная литературная школа, где мы помогаем молодым авторам, где мы помогаем начинающим. То ён паказвае і творцаў, і творы так, што мы сапраўды бачым гэтага чалавека, нават калі хто, напрыклад, ён у іншай вобласці жыве, мы бачым яго такі, як ён ёсць. Праўдзіва вельмі дасканала ўсё. І такія падмечаны дэталькі ў яго творчасці, што, магчыма, сам для сябе ты б не адкрыў гэтыя дэталькі. А вот ён адкрыў. І сапраўды у яго кніга нясе сваю як бы такую місію, вельмі важную і адказную, пазнаёміць шырокага чытача больш поўна з творамі і творцамі. Книга «Мосты и бераги», нарэшце я зразумеў, як гэта працуе, приоткрывает перед читателями завесу тайны над миром современной белорусской литературы. Она станет отличным учебным пособием для изучения творчества отечественных авторов на школьных уроках или факультативных занятиях. Найти издание можно в Гродненской областной научной библиотеке имени Ефима Карского.